Вы вошли в кабинет с хорошим настроением. Я хочу спросить, когда звучала музыка, замечательные звуки, какие у вас рождались эмоции, ассоциации, когда вы слышали звуки этой мелодии? Музыка была звучная. Спокойный, прекрасный, Веселый. Веселый, красивый, изящный, прекрасный. Сколько замечательных слов. Так, скажите, а вот как эта музыка может соотнестись с темой нашего урока, с нашей работой, которая предстоит нам на уроке сегодня выполнить? Как вы думаете, о чем у нас пойдет речь? Потому что я думаю, что звуки этой мелодии можно соотнести с тем материалом, который мы на уроке сегодня будем изучать. Вспомните, на прошлом уроке, чем мы с вами занимались? Какое произведение, какого автора мы изучали с вами? Мы изучили. Гоголь. Мы изучили информацию про Гоголя и также поэму, да? «Мертвую душу». Давайте сделаем вывод. Настолько ли хорош искусственный интеллект и его средства? Вот он выдал нам картину главного героя Павла Ивановича Чичикова. Но портрет, который он создал, он обобщенный. В нем много чего есть, большие недостатки, много чего не хватает. Поэтому мы с вами должны эти пробелы восполнить. А для этого вы продемонстрируете знание того образа, который вы представили в виде домашних заданий на своих рабочих местах. При подготовке задания, которое предстоит нам выполнить, мы задание домашнее прочтем и проверим. Но сначала я хочу обратить ваше внимание на следующий факт. Я использовала инструменты искусственного интеллекта для того, чтобы глубоко помочь вам глубоко изучить характер и поступки главного героя, главного персонажа произведения, которого зовут Павел Иванович Чичиков. Конечно, искусственный интеллект мне в этом помог. Но когда я увидела, что он мне выдал, у меня появились сомнения в том, что он допустил какую-то ошибку, неточность. Вот сейчас я хочу, чтобы мы с вами прослушали текст, в котором есть неточности, и обнаружили эти неточности, нашли эти ошибки. Так, Павел Иванович Чичиков. Предприимчивый, расчетливый человек, умеющий приспосабливаться к любым обстоятельствам и находить подход к каждому. Его главная цель – служение обществу, стремление принести пользу окружающим, ради чего он активно путешествует по России. Внешне вежливый, обходительный, он редко жертвует личные выгоды ради других людей. Образ Чичикова у Гоголя становится символом противоречивости человеческой натуры. Итак, давайте определим, где искусственный интеллект допустил неточности. Найдите ошибки и укажите их. Приступайте к работе. Я допустила ошибку, назвав Чичикова расчетливым, и в том, что он прав, но на самом деле это не так, потому что Чичиков корыстный. Алчный, да? Алчный и корыстный. Прекрасно. Так, я предлагаю вам взглянуть сюда, на этот портрет. Автор этого портрета – художник Патлевский. Написан портрет в конце XIX века. Художник попытался воссоздать образ Чичикова таким, как он его представляет. И мы должны сказать, соответствует ли представление художника авторским представлениям о главном герое. Итак, Павел Иванович Чичиков, мастер делишек и интриг. Внимательно посмотрите на этот портрет. Изучите его. Скажите, если мы будем сравнивать с описанием, которое нам дает автор, а говорит он о нем, что он не стар, не молод, не красавец,
ни земной наружности, ни толст, ни тонок, ни стар, ни молод. Скажите, удалось ли художнику передать то, что говорит нам Гоголь? И почему? Тема нашего урока сегодняшнего обозначена на интерактивной доске. Тема называется «Галерея мертвых душ». Чичиков, Засяг, Симонилова. Цели сегодняшнего урока. Первое. Давать аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя при этом цитаты. Второе. Характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения, значение имен и фамилий. Эти темы мы должны будем полностью раскрыть, когда будем работать в парах и выполнять групповые задания. Герой Павел Иванович Чичиков проделал свой путь восхождения по этой губернской лестнице для того, чтобы осуществить свои авантюрные планы. И он проделывает маршрут. По пути он встречает особых людей, помещиков, которые раскрывают образ нашего главного героя еще более глубже. Давайте мы сейчас, используя средства искусственного интеллекта, нейросетей, рассмотрим небольшой видеоролик и проследим маршрут нашего героя от города НН и до конечной станции исследования. За мертвыми душами заставляют его двигаться в определенной последовательности. От Манилова к Коробочке, затем к Ностреву, Собакевичу. Ребята, мы только что с вами рассмотрели информацию, вспомнили маршрут следования нашего героя. Теперь вам предстоит выполнить работу в парах, при которой вы должны будете указать точные остановки нашего главного героя. От города НН по какому пути он следует, какие деревни и какие помещики встречаются ему на пути. Название деревень, главы от 2 до 8 главы вы должны указать, в какой главе описывается конкретно какой персонаж и его усадьба. Приступаем к работе. Я раздаю вам рабочие листы. Итак, ребята, вы закончили работу? Давайте послушаем Русалину. Русалина, скажи нам, пожалуйста, ваш маршрут, который проделывает наш герой, как вы его обозначили? Маршрут Чичикова начинается с города НН, дальше он двигается в деревню Маниловка, помещику Манилов. Далее его маршрут идет помещицы Коробочка, ее деревня является Безымянок. Далее идет Ноздрев, его... Следующая работа должна быть проведена группами. Вот вы сидите все в таком групповом составе, в котором вы сейчас будете коллективно, активно, дружно работать. Первая группа. Пожалуйста, здесь у нас спикер Даньян. Задание вашей группе. Вы должны будете создать стратегию, силуэт на стене. Это ваша задача. Садись.